Вы смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вооруженное нападение на якутскую ТЭЦ. Проведены контртеррористические учения Управления Федеральной службы безопасности по Якутии. Мать-убийца. Завершено расследование резонансного уголовного дела. Подростки под контролем. 31 мая отмечается День подразделений по делам несовершеннолетних. Берегите свое имущество. В Якутске участились кражи велосипедов. А теперь обо всем подробнее. 29 мая текущего года в городе Якутске оперативным штабом под руководством начальника Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Саха-Якутия Алексея Пахомова проведены контртеррористические учения. В полицию поступило сообщение о вооруженном нападении на якутскую ТЭЦ. Неизвестные обстреляли контрольно-пропускной пункт. Есть погибшие и пострадавшие. Так звучит легенда учения Федеральной службы безопасности. Следственно-оперативная группа, которая попыталась проникнуть на территорию комплекса, также была обстреляна. Трое убитых, один сотрудник жив, находится сейчас на КПП центральном, спрятался. Видел двоих людей в камуфляжной форме, в масках, с автоматическим оружием. Выкрикивали, требовали переговорщика. Ко всему прочему, террористы грозят взорвать объекты ЖКХ Якутска. После оценки обстановки выработан комплекс мер ситуационного реагирования. На объект ТЭЦ прибыли подразделения силовых структур и спецслужб. Вся территория промышленного округа объявлена зоной контртеррористической операции, в ходе которой силовикам удалось обнаружить взрывные устройства. Выделить людей для оцепления на ГРЭС, а там обнаружено взрывное устройство. Сами террористы пока об этом не знают. Все идет как бы по их плану. При переговорах они запросили корреспондента местного телевидения с камерой. Однако к ним был отправлен оперативник, которому удалось скрытно заснять преступников. Проходите сюда. Документы ваши где? То, что выжимались. А документы у меня все в машине служебной. Проверьте по карманам. Давай руки вверх. Здание, в котором находятся террористы, со всех сторон окружено спецслужбами. Склонить преступников прекратить противоправные действия не удается. После принимается решение о силовом варианте их обезвреживания. В результате действий все террористы нейтрализованы. По оценке начальника управления ФСБ Якутии Алексея Пахомова, цели учения достигнуты. Участники мероприятия с поставленными задачами справились. Об этом страшном преступлении, которое произошло весной текущего года, мы сообщали в предыдущих выпусках. 38-летняя жительница города Якутска обвинялась в убийстве своей малолетней дочери. Следствием установлено, что 16 марта текущего года во время прогулки со своей 9-летней дочерью и ее 7-летней подругой женщина привела девочек к гаражным боксам, расположенным во дворе дома номер 27/4 по улице Хабарова. Там она вытащила из своей сумки металлические плоскогубцы и нанесла ими, а также руками по голове, шее, рукам и ногам дочери множественные удары, после чего положила девочку под гаражный бокс. В последующем, после обнаружения тела ребенка, эксперты насчитали на его теле следы от 66 травмирующих воздействий. После совершения убийства ребенка при температуре наружного воздуха минус 18 градусов Цельсия женщина сняла с подруги дочери верхнюю одежду и обувь. И, зная о возрасте девочки, нанесла по ее голове и телу 8 ударов плоскогубцами и руками. Остановил женщину лишь утвердительный ответ ребенка на вопрос о вере в Бога. В последующем она отвела девочку в соседний магазин, где вызвала такси и отвезла ребенка домой. В ходе расследования была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина признана страдающей психическим расстройством, представляющей опасность для общества. Как установила комиссия экспертов, на момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых ею действий и руководить ими. В этой связи следователям прокурору направлено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, связанной с изоляцией от общества. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики. 31 мая отмечается День подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел. Деятельность инспекторов ПДН требует не только высокого профессионализма, но и немалых педагогических навыков. В первую очередь, это профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов, проверка условий проживания детей и подростков, а также родителей, состоящих на профилактическом учете.
О буднях инспекторов ПДН смотрите в сюжете пресс-службы полиции города Якутска. Каждый раз, как прихожу, грязно. День Прасковьи Протодьяконовой расписан буквально по минутам. Нужно и семьи подучетные проведать, и беседы со школьниками провести, и о рапортах не забыть. Однако вся эта работа не проходит без простого человеческого сострадания. Давайте, убирайтесь. Ну сколько уже можно вам говорить замечания? Вот, пожалуйста, лежите, чтобы она всегда эти вещи убирала. При чем тут? Да ваши вещи, полы помыть, наконец-то, пылесосить, я не знаю. На первый взгляд может показаться, что данная семья злоупотребляет спиртным, однако это отнюдь не так. Родители маленькой девочки не пьют, а лишь не могут справиться с антисанитарией. Постоянно проводим с ними профилактическую работу, беседуем, помогаем, чем можем. Люди приносят нам одежду, мы им выделяем, помогаем, чем можем, но никак они не могут пойти на путь исправления насчет антисанитарии. Чуть-чуть были бы почистоплотнее, тогда бы вообще очень хорошо семья была бы. Есть и другие семьи, как, например, здесь. 4 детей живут в маленькой, но уютной комнатушке. Всегда все чисто и убрано. Тем не менее, в списке ПДН они уже 8-й год. Все из-за систематического пьянства родителей. Но, по словам Прасковьи, есть перспективы снятия их с учета. Данная семья, она у меня пошла на путь исправления. Снятие будет после того, когда они пройдут наркологию, справку привезут. И характеристика с места жительства. С полиции? С полиции. В Губинском округе на учете в ПДН состоит 25 подростков. Со всеми работает Мария Буракова. По ее словам, подавляющее количество детей судимы за кражу. С уголовной статьей их весьма трудно вывести на путь исправления. И все же, как говорит инспектор, с некоторыми это удается. Семьи и дети, которые действительно исправляются, перестают употреблять спиртное, достаточно много. Все начинается с семьи, в какой атмосфере ребенок воспитывается, растет, все закладывается с самого детства. Инспекторы по делам несовершеннолетних иногда сами выступают в роли воспитателей. Для трудных подростков готовятся различные акции. Например, совместное посещение дома престарелых теперь может стать доброй традицией. Здесь все инспекторы ПДН, наши дети, которые стоят на профилактическом учете, совет ветеранов. Мы решили организовать для них небольшое мероприятие. Результат работы сотрудников ПДН зависит от слаженных действий всех заинтересованных служб. И специалисты комиссии по делам несовершеннолетних признают, инспекторы здесь выполняют особую роль. Естественно, главным субъектом профилактики у нас являются инспектора по делам несовершеннолетних, которые действительно еженедельно предоставляют материалы и решается судьба буквально каждой семьи на комиссии. Принимаются решения и оказывается, конечно, какая-то, естественно, помощь, потому что мы являемся не только органом, который наказывает. В Якутске более 80 тысяч несовершеннолетних. Выявить трудных подростков или нуждающихся в помощи из такого количества задача непростая. И когда очередная пьющая мать говорит «нет алкоголю» или судимый подросток получает диплом об образовании, для инспектора ПДН это значит, что работа проделана совсем не зря. Пресс-служба Межмуниципального управления МВД России, Якутская. В столице зафиксировано уже 10 случаев кражи велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России, Якутская. Несмотря на все предупреждения, люди продолжают пренебрегать мерами сохранности и предосторожности. Так, в дежурную часть отдела полиции города Якутска 25 мая около 8 часов вечера в полицию обратился молодой человек. Как оказалось, он оставил велосипед возле подъезда дома без удерживающего троса, что не составило никакого труда его похитить. По горячим следам был задержан злоумышленник. Им оказался ранее судимый за кражу 20-летний житель Якутска. На следующий же день в дежурную часть отдела полиции номер 2 города Якутска обратилась 24-летняя девушка с заявлением о краже ее велосипеда. Выяснилось, что девушка зашла домой на 2 часа, а когда вышла в подъезд, обнаружила, что ее велосипед тайно похитили путем повреждения тросового замка. Как отмечает полиция, оставлять в подъезде или во дворе дома своего железного коня на продолжительное время категорически не стоит, так как подавляющее большинство краж происходит именно с общественных мест или лестничных площадок. Не оставляйте свои велосипеды без присмотра на улице, в подъездах, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Лучше забирайте его домой, можно расположить на балконе. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор на страже. С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.